Меня зовут Мелешко Юрий Михайлович, я работаю консультантом по химической зависимости в реабилитационном отделении якутской наркологии. Рос я в нормальной семье средней, да, папа с мамой у меня работали. Был я довольно-таки способным ребенком, умным, как мне все говорили. Учился на пятерке до определенного момента, до 3 класса. Я однажды списал домашнее задание, по-моему, или что-то такое, или контрольную даже. И поскольку я был умным ребенком, я понял, что не обязательно делать уроки. Можно схитрить и поступить простым способом. Вот. Это маленькое вранье сыграло в последующем огромную роль. По семейным обстоятельствам я был депортирован к бабушке в другой город на 3 года, остался без родителей. Тянулся к взрослому поколению, то есть таким образом, видимо, я хотел какой-то заботы, внимания к себе от взрослых людей. Тогда же я впервые попробовал наркотики. Психотропное вещество в 11 лет мне предложил его 19-летний подросток. Эффект мне не понравился, но я понял, что для того, чтобы меня заметили в этой компании или еще что-то, я должен это делать. Потом я вернулся обратно в родной город через 3 года. Одноклассники мои все употребляли алкоголь. Я тоже стал его употреблять. А я всегда хотел не казаться быть слабым и всегда пытался быть с ними наравне. То есть соответствовать как бы нормам. Если надо бутылку там выпить, значит я должен ее выпить. Но у меня это не получалось. Музыку я слушал, да, вот моя любимая группа, да, музыкант, который играл эту музыку, он был наркоманом. И как-то фильмы вот эти все, там, то, что есть виды наркотиков, которые якобы не являются наркотиками, меня привели к употреблению легких наркотиков. Я заметил, что в отличие от других ребят, которые употребляют алкоголь, употребление наркотиков не приносит мне никаких минусов. То есть я чувствую себя нормально, я не совершаю никакие преступления, мне это нравилось. Я учился уже в 10, в 11 классе. Первые проблемы из-за употребления наркотиков у меня были на годовом экзамене по математике. Перед его началом я употребил наркотик и проспал весь экзамен годовой. Но тогда я винил не наркотик, а количество употребленного наркотика. То есть я думал, если бы я поменьше был, то я бы что-то сделал. Потом так сложилось, что я поступил в другой город учиться. Там опять, почему, я не знаю, но опять я столкнулся с наркотиками. Учеба не получилась, я употреблял, меня отчислили, вернулся обратно. Решил поступить, и тогда я уже понял, что у меня какие-то проблемы из-за наркотиков, постоянно, ежедневно, это мне уже надоело. И я хотел пойти в армию, уехать в другой город, ну, по месту службы, да, желательно куда-нибудь, и остаться там, и забыть все эти наркотики, всех этих друзей. Но в армию меня не взяли. Тогда я продолжал употреблять. Продолжал, мне это как бы уже особого удовольствия не приносило. Это было, ну, ежедневной нормой, как позавтракать, пообедать, для меня были наркотики. Потом я женился. Встретил девушку, женился. На 3 года наркотики исчезли из моей жизни. До определенного момента, до какого-то скандала, конфликта. И употребление возобновилось. И, видимо, я пытался наверстать эти 3 года. И эти 3 года я практически не помню своей жизни. То есть у меня было уже на тот момент 2 детей. Жена как-то там сама пробивалась с ними. Я появлялся раз в неделю, покушал там что-то и обратно. Куда бы я ни устраивался на работу, это были недолговременные периоды, потому что как только у меня появлялись деньги, я их тратил на вещества. У меня не было умений справляться с проблемами, решать задачи, обычные жизненные. У меня было умение уходить от них через эйфорию, забытие какое-то. Со временем моя жизнь стала вообще полностью неконтролируемой мной. Таких бед натворил, да, что мне пришлось квартиру свою продать, 3-комнатную, где я жил с семьей, с детьми, с 3 детьми уже, с женой. И вот это безумие, которое было в моей голове, оно мне не запрещало этого делать, внушая уверенность в том, что я, нигде не работая,
через месяц могу себе купить квартиру запросто. Понимаете, вот такой бардак творится в голове. Ты чувствуешь себя таким всемогущим человеком, у которого вообще все просто, и ты все можешь. То есть иллюзия. Создается иллюзия какая-то, вот ты живешь какой-то в сказке как будто бы, что у тебя, если ты захочешь, ты обязательно бросишь. Со временем от меня отвернулись родители, сестра, жена тоже развелась со мной. Пока у меня была надежда, что я смогу сам, я отстаивал до конца свою человеческую способность бросить самому. То есть это же позорно быть наркоманом, зависимым человеком. Это большой позор, и все его стесняются. И я не знал, что это болезнь. Я думал, что проблема во мне, в силе воли, что я обязательно сам справлюсь. Я же мужчина, я должен все сам сделать. От родных, от близких я все это скрывал. Как бы, ну, они догадывались, потому что, видя меня невменяемого, сразу видно, да, что человек, ну, ненормальный. Я скрывал. Я боялся, вот я говорю, я боялся признаться в том, что я наркоман, что я зависимый человек. Ты же не наркоман, ты не конченый, они мне говорили. Сам возьми себя в руки и так далее. Я хорошо, да. Я каждый день бросал, помню, каждый день бросал употреблять, но с утра ничего не происходило. Я с утра опять просыпался, и первая цель – это достать наркотик. Все, неважно как. Почему меня еще это увлекло? Потому что, ну, вот это действительно такой процесс, да, вот в подростковом возрасте. Ведь все запретное, оно как бы такое, ну, как бы крутость есть. В подростковом возрасте считается круто, да, если ты делаешь что-то запрещенное. И вот съездить, раздобыть, встретиться с торговцем, перевозить через весь город что-то тайное в кармане, из-за которого тебя могут поймать, там, ну, опасность, адреналин. Вот этот сам процесс, он тоже увлекает. И со временем это в образ жизни перерастает, и ты без этого процесса уже просто ты не знаешь, что делать. Когда я был маленький, я смотрел на родителей, я их спрашивал: зачем вы работаете? Ну как? Они мне объясняли, что вот, нужно деньги зарабатывать, что вас нужно кормить, там, поить, одевать. И приходили всегда уставшие. И как я ребенок, да, я смотрю, а веселились они только вот застолья, да, праздники. И смотрю, они веселятся. И я подумал, а зачем работать, когда можно просто веселиться? Вот я вырасту, я стану взрослым, я буду просто веселиться. Мне работать не нужно будет. Какие они, думал, глупые эти взрослые. Что-то работают, злые, приходят домой уставшие. Зачем? Можно же просто веселиться. Вот это детское мышление, оно сохраняется у зависимых людей. Когда я лишился всевозможных ресурсов, которые давали бы мне одобрение на то, что я сам смогу справиться, это поддержка семьи, работа и так далее. Пока у меня все это было, я надеялся на себя. И я каждый раз себя обманывал, то есть я не сдерживал свое слово, и это чувство вины, да, стыда, слабости, ощущение, что я никчемный, оно заставляло меня уходить от этих чувств, опять через употребление. Вот этот замкнутый круг, он продолжался. Когда же у меня не осталось ничего, ни родных, ни близких, ни места жительства, ни работы, единственный выход — это покинуть этот мир. Получается, да, у наркомана. Ну, он думает, что весь мир такой, и ничего мне уже не... Я 100 раз пробовал, да, вот я всю жизнь пробовал бросить, но у меня не получается. Видимо, я проклятый или какой-то прокаженный, я никогда не смогу от этого избавиться. И есть один только выход — покинуть этот мир. Многие мои друзья умерли от передозировки, кто тоже через самоубийство. То есть я попытался это сделать, но страх того, что я не доведу дело до конца, то есть если меня найдут раньше того, как я закончу дело, да, и я останусь овощем на всю жизнь лежащим, никому не нужным уже, потому что я был никому не нужен в этом мире, вообще никому. Я 50 градусов мороза к матери приходил, говорил: мама, дай мне 200 рублей, а то я замерзну. Она говорит: иди замерзай. И тут почему-то, я не знаю почему, у меня в голове промелькнуло слово наркология. Я подумал, может быть, и мне там помогут, может, что-то хотя бы предложат. И все, вот я пришел туда,
И был удивлен приятно. Мне сказали, да, заходи. Да, мы тебе поможем. Поедешь в реабилитацию? Я сказал, куда угодно. Хоть на край света.